Здравствуйте, дорогие друзья. В решении ключевых задач формирования и развития гражданского общества, важнейших социальных проблем значительную роль играют не государственные, не коммерческие организации, которые образуют так называемый третий сектор. Третий сектор, потому что первый – это государственные организации, второй – это коммерческие учреждения. О негосударственных, некоммерческих организациях наш сегодняшний выпуск. И поговорить сегодня в прямом эфире «Арены событий» я попросил руководителя управления по взаимодействию с гражданским обществом Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия Сардану Алексееву. Сардана Борисовна, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот поводом для нашей встречи и таком прямом разговоре об НКО послужил форум, который прошел 17 числа. Давайте в общих чертах. Как прошел? Что состоялось? Я знаю, форум очень ждали. Почему? 17 июня в городе Якутске прошел третий республиканский форум некоммерческих организаций. Девизом этого форума выступила «Сила в действии». Всего участников в форуме было 605 человек из 220 некоммерческих организаций и 23 муниципальных районов. А также приняли участие федеральные эксперты из Архангельска, Москвы, Новосибирска и Красноярска. Почему они? Потому что они на данный момент являются передовыми по всей России. Архангельск, Новосибирск, Красноярск, Москва. Москва. Мы сегодня послушаем, я так предваряю немножечко наш эфир, ход нашего эфира, скажу, что мы сегодня услышим спикеров из этих городов. И, собственно говоря, это будет поводом подхватить их мысль или продолжить их тему, ответить и на их вопросы. Давайте сначала послушаем, возьмем первое наше видео, где Юрий Куприянов, собственно говоря, говорит о форуме НКО. Нашему форуму 3 года. Это тоже такой сладкий возраст. Мы еще не испортились, мы еще любим все друг друга. И у нас есть общее желание жить вместе, работать вместе и творить, наверное, удивительные вещи, которые объединяют людей. В сегодняшнем обществе, наверное, не только Российской Федерации, есть особенная потребность в таком отношении друг к другу, возвращении к истокам, появлению человека, для того, чтобы слово «толерантность», оно понималось нами как человек человеку друг, что человечеству нужны такие люди, которые сегодня собрались в этом зале. Ну, мы, наверное, не только еще любим друг друга, мы, собственно говоря, и впереди у нас большая любовь друг к другу. Согласны, да, вот с тем, что Юрий Степанович сказал? Да, полностью согласна с выступлением Юрия Степановича. В своем выступлении он так позитивно отозвался о всей проводимой работе в третьем секторе экономики в нашей республике. Он обозначил такие моменты ключевые, как республика занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по третьему сектору экономики, по проводимой работе. А также он отметил, что вот наши некоммерческие организации являются самыми передовыми, можно сказать, по всему округу. Почему? Потому что благодаря их инициативе, благодаря их настоянию появился департамент по развитию гражданских инициатив. Потом он перерос в руководство, понимая важность проведения работ в части этого сектора, департамент перерос в Министерство по развитию институтов гражданского общества. Тоже, собственно говоря, да, оно уникально, да, оно по всей России, оно одно, такое министерство. Министром назначена очень опытный руководитель Гурьева Сардана Михайловна. Сардана Михайловна Гурьева. Да. Надеюсь, мы тоже посмотрим еще фрагмент маленький. Да. Кстати говоря, многие, я слышал мнение экспертов после форума, в завершающей его части, точнее, говорили о том, что многим проектам, которые были представлены, ну, во-первых, они были представлены с определенным очень целеполаганием, это факт, это раз. Во-вторых, им пора уже выходить на общероссийский уровень. Да. Вот давайте сейчас разберем, как проходил сам форум. Он проходил по сессиям. Да. Одним из экспертов на одной сессии были вы, я знаю. Но давайте мы начнем с первой сессии. НКО как субъект экономической деятельности, она называлась так, продолжение диалога. Да. Одним из спикеров на сессии была Екатерина Лычева из Архангельска, уже упомянутого. И вот перед тем, как мы сейчас посмотрим фрагмент синхрона с ней,
я озвучу вопрос, который был ей задан. Насколько НКО являются полноценными участниками экономической деятельности? И давайте посмотрим, что она ответила. Сказать, что на 100% пока еще нельзя. Но государство ставит перед нами такую задачу, чтобы НКО выходило в рынок как полноценный субъект экономической деятельности. И некоммерческому сектору нужно на этот вызов ответить, посмотреть свою деятельность, пересмотреть свою деятельность, повысить свою компетенцию и ответить на вызов государства и стать полноценным субъектом. Ну вот, собственно говоря, вы согласны с тем, что еще расти и расти? Да, полностью согласна. Нужно расти и расти, идти к новым победам. А про вызов хотела сказать, да, но немножко это, наверное, и не вызов, а власть предлагает механизмы определенные поддержки некоммерческого сектора. Что такое экономическая деятельность? Это значит, наши некоммерческие организации должны идти ногу со временем и как бы внедрять такие механизмы, которые уже предложены бизнесу. Например, Да. это стартапы в деятельности в начале, да. Это может быть какая-то инфраструктурная поддержка, это социальные услуги, участие в социальных услугах некоммерческого сектора, это участие НКО в государственных закупках, что это разрешено федеральным законом. И, конечно же, это самое новое, это социальное предпринимательство. Да. А вот в двух словах, буквально два слова. Что должно произойти к 1 января 2017 года? НКО должны выйти на Рынок социальных услуг. на рынок социальных услуг, как раз там к 10%, да, должны Да, приближаться это от всех социальных. Да. Предложил Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию, что некоммерческие организации должны активно участвовать в претворении задач по социальным услугам. Сардана Борисовна, а вторая сессия. Звучала она так. Инструменты управления гражданской активностью населения, возможности ресурсных центров. Спикером этой сессии была Ирина Печковская из Красноярска. Давайте послушаем фрагмент интервью с ней. Основные вопросы, конечно, были связаны и с возможностью взаимодействия органов исполнительной власти и общественных объединений. Говорили о том, что необходимо и общественную оценку включать, и о том, что необходимо ресурсный центр как раз использовать как площадку переговорную для того, чтобы каких-то общих платформ достигать и общей договоренности. Ну вот, собственно говоря, заговорили о ресурсном центре, и я знаю, что в республике создается на данном этапе межрегиональный даже, да, ресурсный центр. Так, не так, не знаю, поправьте Нет, меня. немножко не так. Межрегиональный ресурсный центр, он в плане идеи. А так, Да. в данное время в республике функционирует 4 ресурсных центра, получивших государственную поддержку. Мгм. Это ресурсный центр «Фонд будущих поколений», «Семья для ребенка», общественная организация «Делит» и «Женщины-автолюбители». Вот эти 4 организации должны проводить консультационную, информационную, методическую помощь для некоммерческих организаций в части государственной регистрации, в части грантовой политики, а также иную методическую помощь. Ресурсный центр – это очень важный инструмент инфраструктурной поддержки, так как он является некой площадкой, где бы собирались со своими проблемами общественные организации, гражданские активисты, просто вот активные граждане выразить свое какое-то мнение. Ну, это же еще и информационные, консультативные, Да. методические Да. услуги, собственно Да. говоря, да, для тех людей, кто занимается непосредственно да, НКО, да? общественной деятельностью. Общественной деятельностью. Да. Хорошо. Давайте вот теперь перейдем к той сессии, которой руководила министр Сардана Михайловна Гурьева. Послушаем фрагмент интервью, кусочек интервью с ней и продолжим разговор. Были такие подняты острые вопросы, резонансные вопросы, которые волнуют сегодня население. Это вопросы повышения цен, это экологический контроль, это беспокойство по поводу механизма реализации, хотелось бы мне так сказать, федерального закона о дальневосточном гектаре. То есть разговор он вышел за рамки темы самой о механизмах общественной, о роли социально ориентированных некоммерческих организаций в осуществлении общественного контроля. Так сессия называлась, да, роль социально ориентированных некоммерческих организаций в осуществлении общественного контроля. И на этой сессии
диалог вышел за обозначенные рамки, а вот у вас, может быть, также за рамки выходило? В моей сессии. В вашей сессии? Да, моя сессия – это проблемы ТОСов, была территориальное общественное самоуправление. Когда мы начинали, количество зарегистрированных ТОСов было всего 6. После проведенной работы их стало 12. И, конечно же, в данный момент у представителей ТЮЛьБе, как у нас говорят, ТОСов, есть ряд проблем. Проблемы во взаимодействии с муниципалитетами, с населением, по взращиванию молодого поколения, чтобы они тоже активно принимали участие в руководстве именно с тем местом, где они живут, чтобы они решали какие-то свои проблемы именно сообща. Именно сообща мы можем сделать очень многое. Давайте сейчас послушаем уже завершающий фрагмент, потому что наше время скоро заканчивается, и будем потихонечку завершать разговор. Прошу вас. Самое главное, что процесс организации граждан идет изнутри, порождается интересами людей. Есть процесс самоорганизации. Органы власти, в свою очередь, создают для этого все условия, взаимодействуют с институтами гражданского общества в решении проблем, оказывают поддержку гражданским инициативам. Мы поддерживаем инициативы наших граждан, гражданских активистов по учреждению обращений наших некоммерческих организаций по учреждению нашей республики Дня национальной одежды. И здесь присутствуют люди, которые хотят, чтобы в республике был учрежден День песни. Да, Ленский? Я думаю и уверен, что власти поддержат эти инициативы, поскольку они объединяют большинство населения нашей республики. Кстати говоря, вот после этих слов аплодисменты раздались. Да. Какие еще инициативы вы могли бы отметить? Вот, ассоциация НКО. В мае месяце по инициативе и Юрия Степановича и общественников создана Ассоциация некоммерческих организаций. И возглавили эту ассоциацию Юрий Степанович Куприянов, руководитель администрации, главы и правительства республики. 20 секунд до конца. Да. И они предлагают следующие моменты. Это совет НКО при главе республики. Это значит постоянно действующий совет по вопросам НКО. Второе, это наш форум должен перерасти в гражданский Все, форум. к сожалению, наше время истекает. Продолжим в следующий раз. Всего вам доброго.